Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Сегодня промышленность Якутии развивается темпами, опережающими средние по стране. Республика облетает особую роль ввиду своей близости к рынкам сбыта в Азии и постепенного истощения запасов полезных ископаемых в европейской части страны. В регионе открывают все новые месторождения. Год от года увеличивается объем добычи сырья, запускаются новые предприятия обрабатывающей промышленности. Для закрепления экономического лидерства активно решаются проблемы, связанные с транспортной недоступностью и нехваткой энергетических мощностей. Привлекают инвестиции, оказывают административную поддержку инвесторам и сокращая строительный инвестиционный цикл. И эта работа уже дает свои плоды. О промышленном ренессансе, которым сегодня эксперты нарекают развитие этой сферы в республике, поговорим с моим сегодняшним гостем Максимом Терещенко, министром промышленности и геологии нашей республики. Максим Викторович, добрый вечер. Здравствуйте. Ну что ж, у вас предстоит форум большой. Да, но хочу начать я не с форума, хочу начать с недавней встречи главы нашей республики с министром промышленности и торговли нашей страны Антоном Алихановым, где среди многих вопросов обсуждалось развитие логистики, в которую у нас все упирается, да, и без которой, в общем, как мы понимаем, то самое поступательное развитие рынка промышленности, о котором мы говорим, невозможно. Вот какие проекты в республике в этом направлении есть, какой фронт работ предстоит? Ну, комплекс вопросов, на самом деле, на встрече был широкий, потому что от промышленности очень серьезно зависит бюджет нашей республики. Вот если так, все же понимают, что на самом деле более 60% валового регионального продукта обеспечивает именно наша промышленность якутская. И это же не просто средства, рубли, да, которые попадают в наш бюджет. Это, вот, по сути, работа каждой школы, каждого детского сада, больницы, освещения, заработные платы. Они все идут от налогов. И поэтому есть сегодня у нас возможности, в том числе строить такие замечательные объекты, которые вот мы видим, наш глава добивается, чтобы средства выделялись, контролируют. И, слава богу, действительно, во многих наших районах жизнь меняется к лучшему. А на встрече вопросы поддержки, например, наших предприятий. Я бы вот отметил, что на Восточном экономическом форуме несколько лет назад при поддержке Дениса Валентиновича Мантурова, он тогда был как раз министром промышленности, было поддержано на встрече с Александром Сергеевичем создание фонда промышленности у нас в регионе. Вот сегодня помощь нашим предприятиям, именно местным, перерабатывающим, это и легкая промышленность, деревообработка, и наши ювелиры, производство химии, производство различных изделий, она уже на грани, то есть достигла почти 700 миллионов рублей. То есть это те средства, которые вот республика направила именно в развитие местного производства. И мы уже видим эффект, который компания набирает оборот, они увеличивают производство, растет производительность туда, потому что закупают современное оборудование. Наши люди получают новую работу, а порой внутри, даже вот мы недавно выезжали на предприятие, более высокооплачиваемое, производительное, и эффект уже несколько миллиардами измеряется. Если говорить о логистике, сегодня все отрасли завязаны на нее. То есть начиная даже вот от северного завоза, надо, чтобы эти составы, эти вагоны к нам сюда прибыли. Поскольку серьезный объем направляется на наши металлургические предприятия, энергетические, и на экспорт нужны провозные способности. И здесь вот в качестве решений мы прекрасно знаем, на Восточном экономическом форуме Владимир Владимирович дал старт Тихоокеанской железной дороги. Это не просто дорога, это мощная железнодорожная артерия. Самое важное, это только третий выход нашей страны к побережью Тихого океана. Это же историческое событие в масштабах даже векового ракурса, если назад брать, да, экскурса. Но при этом республика подготовила новый проект, это, например, Джалинда-Махе. Путь, который позволяет нам сократить, совместно с Амурской областью здесь идет работа, сократить на 800 километров доставку до портов, а в сумме, если до потребителя, 1500-2000 километров. Это уже мы экономически просто выстреливаем в ближайшей, по сути, перспективе. Идет работа уже, подготовка логистических путей, дорога на Магадан. То есть прорабатывается вопрос морского глубоководного порта Найба.
И эти проекты, они все тесно связаны, инфраструктура, дороги и много-многое другое. Поэтому правильный вопрос. А повлияла ли глобальная вообще экономическая ситуация и новые санкции в отношении российской промышленности в этом году на темпы сбыта и экспорта наших ископаемых? Или близость к Азии нам, правда, открывает новые перспективы? Изначально подход, который еще в советское время происходил, даже от строительства БАМа, стройка шла, исходя из потребностей рынка. То есть рядом Азиатско-Тихоокеанский регион, республика очень хорошо к нему и близко расположена. То есть страна уже тогда это направление для себя как перспективное определила. И вот, ну, по сути, железнодорожные ветки, которые у нас и в том числе в нашей республике проходят, они же приближены к месторождениям нашим. Мы, кстати, несколько лет назад к юбилею тогда железных дорог Якутии подготовили такую карту промышленности железные дороги Якутии. Кто путешествует на наших поездах, могут в вагонах увидеть эту карту. То есть когда не просто Алдан, а предприятия, которые связаны с добычей золота, то есть что там на территории ведется. Когда это не просто станция Тимира, а потенциал разработки вот железорудного месторождения, когда не то просто Инаглинская, а ГОК Инаглинский. Посмотрите, кстати, обратите внимание в таком интересном путешествии по нашей Якутии. И, конечно же, сегодня и новые инвесторы, наши действующие, понимают, что они сделали правильную ставку, зайдя в Якутию, понимая, что здесь создаются в начале эфира как раз озвучили серьезные возможности для наращивания и промышленного потенциала, и экспорта, и, соответственно, роста во всех направлениях, включая и доходы республики, и доходы наших жителей. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или можно отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. Ну, вот как я вначале сказала, что промышленный сектор Якутии развивается темпами, опережающими средние по стране. Это вот только за первые 3 месяца 2025 года рост составил 4,8%, что в 2 раза выше среднего уровня по Дальнему Востоку и в 4 раза выше среднего по России. Вот с чем связан такой бурный рост и какие будут итоги к концу года? Наверняка же будете подводить. Ну, для того, чтобы выросло здание, нужно было заложить фундамент, да, и начать строить стены. И, конечно, это последовательная, системная работа у нас в Якутии с инвесторами, и в том числе с компаниями, которые раньше работали, с привлечением новых. Я бы отметил вот слаженную работу, конечно, команды главы нашей республики, Сена Сергеевича. Ну, колоссальное внимание по всем направлениям. То есть мы как от отраслевого принципа, вы знаете, и на уровне главы такие встречи, например, в Ленске с нефтегазовыми компаниями, в Нерюнгрийском районе с угольными, в Алдане с нашими золотодобывающими компаниями, продолжая точечными встречами, совещаниями по вопросам развития, по болевым, например, когда-то точкам решения. Это тот опыт, который, смело можно сказать, принимают многие регионы. Спрашивают, как вы работаете с инвесторами, почему к вам приходят, почему сегодня такие результаты. Соответственно, те предприятия, с которых мы когда-то завели инвесторов в нашу республику, которые поддерживают, в том числе, не забываем, ведь были же сложные времена и коронавируса, и начало ввода санкций, многие вопросы ограничения логистики, с которыми еще никогда не сталкивались, они же сегодня продолжают рост. Причем он действительно поражает. И в сравнении там, с 7-8-летними показателями у нас рост там, не на 5%, не на 15%. У нас есть кратный рост. Есть в отдельных отраслях, ну, например, запуском «Силы Сибири» сотнями процентов измеряется. В угольной более чем двукратный. В угольной даже еще там 3-кратный рост у нас, золотой 2-кратный рост. Есть отрасли, которые появились, по которым республика вышла на первые позиции в стране. Вот, например, ну, все знали всегда Якутия — алмазная республика. Хотя, если смотрим на карту, глобус, есть еще золотой Алдан, да, который вот мы в прошлом году форум «Золотой век Якутии» проводили. Это же история, как все начиналось как раз в Южной Якутии о золоте. И рекорды, которые были достигнуты, более 2100 тонн за все эти года были добыты. Но сегодня в этом в топ мы
вторые в стране по углю, мы вторые по олову, мы первые по сурьме. Мы идем входим в десятку по добыче, например, серебра, и движемся по меди, цинку, кадмию. То есть, этот список можно... Железная руда у нас, да, добыча началась, о которой многие мечтали, а это сегодня происходит, и объем увеличивается. Конечно, необходимо внимание, необходима системная работа и полное сопровождение инвестора на каждом цикле. И важно, что наши инвесторы, которые работают, они лицом повернуты к нашим людям, к нашей территории. Ну, потому что попутно с развитием промышленности идет развитие инфраструктуры, делаются дороги, строятся, подводятся... Хорошо, что это вы говорите. То есть, значит, Да. вот это понимание о деятельности наших компаний, оно уже ширит. Ведь не зря и в советское время, да, человек труда, наверное, был первым, кто появлялся, в том числе и в утреннем эфире на телевизионных каналах. Но в самом начале санкционных мер, вот после коронавируса, когда вот только санкции начались, многие говорили о том, что ресурсы, которые будут покупать Китай, Индия и так далее, они будут покупать по ценам, которые значительно ниже, чем мы продавали, типа на Запад, и потеряем в доходах. Сейчас, вот оглядываясь назад, что можно было бы ответить? А надо смотреть не только во вчерашний и сегодняшний день, а задумываться О и будущем. планировать и воплощать, что будет через 3, через 5, через 15, 25 лет. Вот наш форум как раз об этом. Смотрим вперед. Например, по углю. Этот цикл, он имеет место в отрасли, бывают подъемы, бывают спады. Поэтому мы говорим о стратегии вместе с Минэнерго России 2050. Мы видим там Якутию, видим наш вклад 15% по углю, например. И все перспективы, чтобы в ближайшие 10 лет добывать от 80 до 90 миллионов тонн угля, они у нас есть. Ведь это жизнь и моногорода, и Нерюнгри, и наших поселков, Серебряный Бор, Чульман, Беркакит, где транспортная То есть артерия это и так далее. вдвое и так далее. увеличить, да, получается, практически? Потому что в 2024 году было добыто 40, почти около 50 миллионов тонн угля. Абсолютно Да? правильно, да. То есть, Есть еще раз потенциал смотрим увеличить вперед. Мы вдвое. понимаем, что на этом пути будут еще кризисы, будут другие новые проблемы возникать. Но будут развиваться наши металлургические комбинаты, будет развиваться наша энергетика, будем находить вопросы тех же центров обработки данных, то есть альтернативные истории развития любой отрасли. Мы понимаем движение и смотрим наперед по тем же редкоземельным металлам. Что да, и сегодня, если я оглядываясь назад, что объемы по отдельным моментам, которые мы производим, достаточно, где-то у нас есть дефицит. Но мы бы хотели обратить внимание, поручение президента, и которые, наверное, каждый гражданин нашей страны понимает и поддерживает, чтобы строились наши самолеты, чтобы строились наши грузовые автомобили, наши экскаваторы, наша техника, чтобы точно не уступала любой иностранной. А ведь там везде нужны редкоземельные металлы. Даже вот кто по телефону сейчас смотрит, кто по телевизору, ведь в каждом из них есть эта доля. И хорошо, чтобы там была частичка и нашей Якутии, причем весомая. А как с запасами этими у нас в республике, и какие проекты в области редкоземельных металлов мы можем предложить? У всех на слуху это, и здесь мы, конечно, являемся лидерами, и существенный вклад в общие запасы нашей страны делаем, что позволяет нам и видеть сегодня не только в лидерах по запасам, но при реализации и развитии наших месторождений и страну вывести и в поставщики поначалу сырья, но постепенно развивать и компетенции в области переработки, а самое главное, потому чтобы эта продукция уходила в продукцию, в технику, да, в изделия высоких переделов. И, конечно, это Тамторское месторождение в Ильнёвском Алусе. Конечно, это на сегодня участок Бураны, но там, я хочу сказать, есть еще участок северный, участок южный, к ним сегодня тоже есть интерес. У нас, благодаря работе нашего главы и встрече с президентом, сегодня есть у этого месторождения понятный инвестор, который обладает необходимыми ресурсами, который обладает кадровым потенциалом, может, соответственно, привлекать необходимые финансовые средства. Мы точно получим значимый прирост. И в этом направлении тоже и движение. Ну вот вы золото еще упомянули. Действительно, второе место в стране. В прошлом году было добыто 55 тонн.
металла и золотодобытчики уплатили на 64% больше налогов, чем годом ранее. А доля их отчислений составила 20% всех налоговых доходов нашего бюджета нашего региона. Вот, прогноз на 2025 год составляет 55,8 тонны, к 2027 году выход на уровень 59,2 тонны. То есть тут такого кратного роста, как с углем, не ожидается, да? Подождите, ну мы, во-первых, прошли этот хороший кратный рост, да, Ага. это серьезные цифры. И вышли уже на некое Мы, плата. конечно, рассчитывали, и, ну, республика, мы вот видим, да, с профессиональным сообществом, что республика вошла в тройку несколько лет назад, и мы в этой тройке лучших регионов, учитывая развитие различных инвестпроектов в других регионах нашей страны, мы закрепимся и будем в ней уверенно идти. Ну, места будут так либо иначе меняться, но мы будем в этой тройке. На прошлом форуме «Золотой век Якутии» мы сверились и видим цифры в ближайшие 5-10 лет, я бы даже больше озвучил, выйти на цифры 70-75 тонн в год. И не забываем, за каждой тонной, вы правильно озвучили вот вклад в бюджет, уже вы сами озвучили, что это инфраструктура, детские сады, заработные платы в бюджетной сфере. Но наша компания активно и участвует в социальных проектах. Вот, например, компания «Полюс Алдан», «Каток», строительство вот домов в Нижнем Куранахе, ну, и многие экологические проекты они вот поддерживают. Компания «Селекдар» — это и участие в обустройстве города, строительство поселка вот нового напротив нашего Золотого Алдана. И можно много приводить: поддержка коренных малочисленных народов Севера, различные гранты нашим детям, участие в стройке и в каких-то вот, ну, интересных социальных проектах. Ну, времени сегодняшней встречи даже об этом не хватит говорить. Да, и надо еще понимать, что это помимо налогов, это они делают еще и... Поэтому рост даже от текущей точки, вы видите, у нас, ну, полуторный, мы видим, это очень серьезная динамика у нас предстоит, но для этого очень много и надо сделать, соответственно. Но вот мы начали с того, что раньше республика ассоциировалась только с алмазами и прочными с алмазами. Если говорить про санкционное давление, то, наверное, больше всего пострадала именно алмазная отрасль, если так можно сказать, да? Какими итогами мы к концу года подходим? Вот по поводу страданий я бы не стал говорить, да, почему? Потому что ключевое, когда мы встречаемся, в том числе вот на нашем втором дальневосточном форуме, у нас история о том, чтобы выработать меры решения для развития нашей промышленности, в том числе алмазодобычи. Мы же понимаем прекрасно, как сегодня ряд наших районов, ну, конечно, Мирнинский все прекрасно знают, но работа же ведется и в других, Нюрбинский, да, например, мы ищем новые пути совместно с компанией решения. То есть это и вопросы улучшения по себестоимости, то есть в направлении поиска новых месторождений, то есть которые тоже будут высоколиквидными. Как один из примеров, вот в декабре мы ожидаем, например, запуск, ожидаем, но работы же идут сегодня, наша национальная газовая компания «Сахатранснефтегаз», как раз в связке с нашей компанией «Алроса» идет строительство газопровода на Кынский поток, и в декабре мы должны его запустить. Связь вот газовиков, связь алмазных нашей компании. Это история развития месторождений компании «Алроса Газ», и здесь в диалоге с тем же Росгидро, например, Новоленская ТЭС. И поэтому здесь работа ведется очень серьезная, чтобы вопреки всем обстоятельствам наша отрасль жила, работала, развивала и другие направления. Мы знаем движение, например, алмаза Анабары в сторону золотодобычи. Это и многое другое и на первом нашем форуме обсуждалось. И, конечно, мы сверим часы и на новом мероприятии. Ну, мы когда вот здесь разговаривали в этой же студии с министром финансов нашим, там говорили о том, что все-таки крепкий рубль тоже повлиял на выпадение доходов, что мы рассчитывали за одну цену доллара, а получилось, что недополучили там некоторые налоги от именно промышленных наших компаний из-за курса валют. То есть тут все играет роль свою, конечно. Поэтому системно на протяжении ряда лет вот командой Александра Сергеевича ведется работа и наше Министерство промышленности, диалоги
почему такие площадки диалоговые организуют, чтобы компании видели друг друга, перенимали опыт, и экономика была диверсифицированная. То есть вы же обратите внимание, вы вот по золоту озвучили, уже 20% налогов поступает от золотодобычи. Да, сейчас есть трудности, но они временные в любом случае по углю. Спрос все равно будет, а у нас высококачественный коксующийся уголь, премиальных марок, на него весь мир смотрит. И те же санкции рано или поздно сойдут. И опять-таки там серьезнейший потенциал для вклада в наш бюджет. У нас направление нефтегазовое. Здесь тоже мы определенную динамику и положительную, между прочим, также имеем. Развиваем другие отрасли. Поэтому пытаемся за счет и других отраслей, чтобы бюджет пополнялся и далее. Ну вот про нефтегазовую вы сами начали. Давайте про нее подробнее, потому что мы входим по-прежнему уверенно в первую пятерку российских регионов, да, по добыче нефти и газа. В 2024 году добыча нефти выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. Добыча газа на 3,8%. А вот за год как цифры поменялись? Ну, оставьте мне что-то для нефтегазового форума, потому что у нас буквально через 12 часов, да, открытие состоится. Но я скажу так, динамика у нас, например, по нефти положительная есть. И отмечу при этом следующее. Благодаря системным мерам поддержки инвесторов, для того, чтобы они заходили на территорию у нас, да, чтобы они работали, вкладывались, чтобы они видели эффект от своих вложенных инвестиций. А мы понимали, что каждый привлеченный рубль в республику дает в виде налогов. Вот это сегодня уже видно. У нас список компаний расширился несколько лет назад. Сегодня кто-то из объемов небольших, да, у нас дорастает до уже серьезных компаний здесь на территории. У нас реализуется масштабнейший проект «Геология возрождения легенды». И там тоже есть свои интересные результаты. То есть мы уже формируем задачу не только сегодняшнего дня, а по сути и послезавтра, да, и в том числе потенциал для нашей Арктики. Вот давайте подробнее как раз про этот проект федеральный, да, «Геология возрождения легенды». На что он направлен и чем мы можем поделиться с другими участниками? 2 года назад встреча 2 человек, главы государства Владимира Путина и главы Республики Якутия Арсена Сергеевича Николаева. Якутия определена пилотным проектом в области развития геологоразведки. Но помимо этого президент поддержал и дал указание кратно увеличить вложения государства в этой отрасли. Инициатива была услышана, и в итоге, я напомню, еще в 2019 году Арсен Сергеевич, тогда мы такое большое совещание проводили с главными геологами компаний. Так постепенно мы от отдельных совещаний выросли в такой форум, в том числе и такая инициатива. Она распространилась на Дальневосточный федеральный округ и на Сибирский федеральный округ. Просто масштаб инициативы, да, и ее последствия. Сегодня для нас это программа на десятилетие. Где кто, примеры, может быть, у вас приводили, но это официальная программа на 10 лет. В бюджете на 3 года страны заложено уже. Для Якутии это 113 объектов. И разная абсолютно направленность от углеводородов, продолжая золото, редкоземельные металлы, графит, уран, уголь. И список можно продолжать, соответственно, здесь. Для людей. Это точка развития 20 районов нашей республики. Вот 3-летний цикл, у нас начиная с 2026 года наши геологи уже пойдут в поля. Это 8 наших районов. Это и Южная Якутия, и Арктика, и Восток, соответственно. А когда приходят геологи, это потенциал развития, поверьте мне, не на год и не на 5. Это, по сути, на все столетие. Такая простая легенда, но настоящее возрождение геологии. То есть это как бы о том, что то, что мы сейчас, промышленность наша развивается, то, что мы сейчас добываем, это все результаты в какой-то мере комплексной научной экспедиции, первой, которая в советское время проводилась советскими учеными. То есть мы сейчас добываем эти запасы, разведанные тогда. Не только. Современные геологи тоже свой вклад значит. Основное то, что и такая комплексная опять, да? И мы подходим к тому, чтобы заложить
Основы на следующие теперь основу 100 именно лет. благодаря работе геологов на следующий минимум 100 лет. Вот просто вдуматься, да, 12,5% изученности, а мы поднимем это минимум в 2 раза. Потенциал будет колоссальный. Здесь не только условно, с ресурсов перевести в запасы, у нас и серьезные картосоставительские работы, региональные работы. У нас есть конкретные истории с бурением новых скважин, например, и многое-многое другое. Ну, стараюсь вот просто объяснить, да, простым языком, чтобы зрителям вашим было интересно, понятно. Еще раз, приходят геологи, значит, будущее у этого района точно есть. Ну, про президентскую программу, значит, одну мы судили. Давайте про другую президентскую программу социальной газификации. Ну, что по итогам работы этого года можно сказать? Как жизнь поменялась в селах, куда газ пришел? Я вот так скажу, что вы представьте, что, наверное, простые факты. Когда у многих работы идут в январе, в феврале, в марте, в апреле, потому что где-то снега даже просто не выпадает у нас в стране, где-то даже выпадает, но абсолютно мягкий для нас климат, как будто весна, да, скажем так, нам и минус 30, только так посвежело, скажем, то наши газовики могут приступить к работе только вот уже, по сути, во второй половине весны. Соответственно, и заканчивается работа раньше. Несмотря на эти сложности, как минимум климатические, не говоря о логистике, а вы ее тоже поднимали сегодня, мы входим в 10 лучших регионов нашей страны. В 10. Там, где километр... Да, по газификации. Если в отдельных регионах ты проложишь километр трубы, у тебя сотни домов на этот километр, у нас, вы знаете, и 10 можно приложить, и ни одного дома не встретишь, не говоря, и сотни, да, можно строить. И поэтому отдельная благодарность, конечно, компании «Сахаторнефтегаз», всем нашим подрядным организациям, проектантам. Вот у нас замечательная компания «Якутгазпроект», например, они известны уже и на Дальнем Востоке, далеко за его пределами, а начинались они-то здесь. Сегодня многие компании уже из отдельных индивидуальных предпринимателей также привлекаются подрядными организациями при масштабнейших стройках у нас в стране, родом из Якутии. Что здесь? Глава поставила задачу на 2025 год обеспечить сначала газификацией пуск газа для 10 тысяч семей в их дома. Эта задача нами выполнена. И продолжает еще выполняться. Ведь у нас еще весь декабрь, каждый день газовики выходят в поле, выходят к людям для того, чтобы каждая семья, которая участвует в этой программе, смогла свою жизнь качественно улучшить. Я бы уже даже отметил, у нас в 2/3 районов, в которых программа газификации, социальной газификации выполняется, планы уже перевыполнены. Мы ждем, чтобы остальные, соответственно, догнали, и результаты точно будут. Что такое изменение жизни и приход газа на севере, вы сами прекрасно знаете. Но в качестве примера, когда приходишь, видеть вот это, вы знаете, радость, когда люди берут этот котел, где уголь и дрова у них был, и они с какой радостью его выкидывают на улицу, порой даже не думают, что сдать ли металлолом его, да, там отвезти, и просто радуются этому вопросу. А потом, когда заходят на улицу, пытаются взять охапку дров, чтобы лишний раз на наш мороз не выходить, и понимают, что уже и это даже привычные, это уже на уровне привычки, а она уже не нужна. Когда они понимают, что их дети, когда дают наставление им с утра, да, что после школы давай там с дровами, позаноси в дом или уголь, а сегодня не могут своему ребенку, дочери, сыну сказать: приди домой, первым делом займись уроками, за этим будущее. Сегодня у нас программа социальной газификации в следующем году пойдет вдоль Сила Сибири. Ленский, Алепинский, Алданский, Нерюнгринский районы. Там эксплуатация будет за компанией «Сахаторнефтегаз». Рабочие места будут для якутян. Соответственно, вот эти ребята, девушки, они точно увидят для себя потенциал в этой отрасли. Ну, в этой же связи не могу не задать вопрос про газомоторное топливо, про переход техники на газомоторное топливо. То есть в начале всей этой инициативы было много пересудов, перетолков, разговоров про опасность, технологическую сложность. Мы и у нас в студии не раз это обсуждали. Вот по прошествии времени сейчас, как эта программа реализуется, как она себя зарекомендовала? Вот как раз недавно Александр Сергеевич где-то с месяца назад проводил комиссию Госсовета, и она была посвящена газомоторному топливу. Эффекты подчеркивают, видят для себя многие регионы.
Мы по приезду сюда было тоже проведено совещание, участвовали многие муниципалитеты, где сегодня есть газозаправочные станции на метане. Это Якутск, Мегино-Кангаласский, Улус, это Ленский, Мирнинский. И сегодня закуплен мобильный заправщик, и мы ведем работу по Хангаласскому Улусу. Районы, которые приближены, также могут заправляться при движении, потому что, поставив метановый баллон, у него дальность хода просто у машины в 2 раза увеличивается. А на метане, ну вот сейчас мы проезжали по цене, дизель 93 с лишним рубля, 95-й бензин за 80 рублей, соответственно, 92-й тоже рядом, а метан ниже 25 рублей. Экономия более чем в 3 раза. При этом метан еще и на 10% меньше потребляется. О чем думать? Надо переходить. Есть поддержка. Мы сегодня привлекаем федеральные средства от 30 до 60% субсидирования перехода. У нас сегодня поддержан в очередной раз, и депутаты, вот отдельная моя благодарность депутатам Государственного собрания ЛТУМЭН, поддержавшим продление нашей на следующие 5 лет льготы по налогу транспорту на 50% по транспортному налогу, который ездит, соответственно, вот на метане. Мы поддерживаем инвесторам, которые у нас заходят. Будет ли он строить газовую заправку АГНКС на метане или мобильные заправщики. Для всех поддержка, потому что мы понимаем, это для людей, это экономия, это возможность в том числе беречь нашу природу и экологию. Ну, с добывающей промышленностью у нас все хорошо, я в этом еще раз убедилась в ходе этого разговора. А перерабатывающая промышленность, мы ведь ее тоже стремимся развивать, и чтобы создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Вот за первые 5 месяцев 2025 года обрабатывающие отрасли выросли на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А средний показатель по стране, опять же, 4,2% только. Что мы перерабатываем, какие тут проекты? Мы с этого начали как раз с вами диалог сегодня. Надеюсь, как раз и уверен, зрителям интересно. Важную отправную точку я бы отмерил вот с развития фонда развития промышленности нашей Якутии. Почти на 700 миллионов поддержка вот оказана ювелирка, отраслям, и так далее, да? но мы движемся и по различным направлениям. Еще раз, это именно местное производство, легкая ли промышленность, ювелирная это всё отрасль, местное производство в переработка, целом. химия, да, то есть вот производство окон, закуп новых станков, поддержка оборотными средствами. Вот мы наших ювелиров, например, в этом году поддержали оборотными средствами в сентябре, октябре, для того, чтобы они успели больше наших замечательных изделий, произведений искусства провести как раз к Новому году, чтобы мужчины смогли порадовать свою вторую половину. Ну, давайте проанонсируем форум, который завтра откроется. Второй Дальневосточный форум недропользователей. Ожидается более 200 представителей, экспертов, недропользователей, руководителей госструктур, научных институтов, общественной организации. Какая главная тема? Ожидается даже, я бы больше сказал, что не просто представители, у нас первые лица и собственники компаний. То есть это как раз те лица, которые принимают решения о развитии дальнейшем поступательном у нас в Якутии. Конечно, во главе повестка реализации проекта «Геология возрождения легенды». Это и значимые инициативы, которые вот из недр наших геологических кругов здесь вышло. Совместный проект, обсуждали с федеральными экспертами, научными институтами, Роснедра, наши компании, наши геологи. Замечательный проект, минимум на десятилетие. Конечно, это вопросы развития транспортно-энергетического каркаса, потому что вопросы логистики, вы тоже коснулись, вопросы энергетики волнуют сегодня многие компании, в том числе изменения различные и так далее. Это вопросы и угольной промышленности, и золотодобычи. Отмечу значимую сессию по цифровизации. Там будут наши местные IT-компании презентовать свои продукты IT-директорам крупнейших наших компаний, работающих на территории Якутии. У нас отличная сессия взаимных побед крупного бизнеса и местных предприятий. Будь то сельское хозяйство, опять-таки, будь то производители в деревообработке, будь то поставщики различной продукции из лесоперерабатывающего комплекса, металлопродукции. Мы их всех там между собой в том числе познакомим и уверены, что одни найдут для себя своих уверенных потенциальных поставщиков уже по итогам нашего форума. И, конечно, большой пласт — это вопросы
сквозной профориентации. У нас многие компании в республике участвуют. Мы эту концепцию разработали, утвердили вместе с компаниями. И есть очень хорошие, интересные результаты. Компании хотят сверить часы, чтобы уверенно вот эта дорога, которая проторена для местных кадров, она становится только шире, интереснее и создавала возможности для наших людей работать в промышленности, где самые высокие зарплаты и в Якутии, мы в топ-5 по стране именно по зарплатам в нашей промышленности. Прямо хочется уже переквалифицироваться и пойти в промышленники. Обсудим. Спасибо вам большое. Удачи форуму, плодотворной работы и, конечно, развития всей нашей промышленности на благо нашей республики. Спасибо вам за внимание. Новые рекорды впереди. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.